В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лолуа. Здравствуйте. Конституционный суд может приступать к работе. На заседании сессии парламента Абхазии депутаты избрали недостающего пятого судью КС Алису Бигвава, старшего помощника генерального прокурора по особым поручениям. В состав КС ранее были избраны Людмила Ходжашвили, Рауль Пантия, Нури Таня и Диана Пилия. Этот независимый судебный орган нужен для защиты конституционного строя, для того, чтобы решать, противоречат ли определенные законы Конституции или нет. Словом, рассматривать спорные вопросы, возникающие между законодателями и правоприменителями. Итоги за 2017 год были подведены на коллегии Министерства по налогам и сборам Абхазии. Плановые задания не выполнены. Налоговики назвали несколько объективных причин. Это, в частности, проблемы в рыбоперерабатывающей промышленности, серьезные экономические потери в Ачимчирском районе, а также неудачный туристический сезон. Выполнили свои плановые задания по собираемости налогов только два района – Сухумский и Гулрипшский. Информационную картину недели дополнил круглый стол на тему НДС. В беседе приняли участие члены рабочей группы по пересмотру налогового законодательства. Это депутаты парламента и бизнес-сообщества. В конце прошлого года предприниматели обратились к власти с просьбой пересмотреть положение закона о налоге на добавленную стоимость. Они считают, что закон негативно отразился на их бизнесе, привел к удорожанию цен на продукцию, подпадающую под НДС, и снижению деловой активности в стране. Большинство участников круглого стола говорили о необходимости снизить ставки НДС до 3% или до 5% и пересмотреть списки налогооблагаемых товаров, ввозимых в Абхазию. Что нам нужно прежде всего? Во-первых, у нас огромное количество льготников. Ставку нужно снижать. Ставка должна быть не более 5%. А льготника уберите, и тогда мы получим, и в казну получим, и наш предприниматель немножко оживет. Иначе у нас ничего не получится. Вы понимаете, мы многие предприятия, которые сдавали отчетность, сдавали баланс, они все ушли на ИП и тихо-тихо уходят от этой схемы. То есть мы загнали их полностью в тупик. Надо посмотреть еще там, понимаете, из этого контекста вырваны были важные вопросы. Нет у нас ни книги продаж, ни книги учета. Непонятно, с какой партии заплатили НДС там же на границе, понимаете? И вот тяжело администрировать, но нужно администрировать. Я не против этого законодательства, не против вообще об НДС. НДС, он имеет такую функцию, которую в стране дает налоги. Да. Все это понятно, но может быть даже нужно будет в дальнейшем пересмотреть его и посмотреть. Ну, мы должны учитывать нашу ситуацию. Совсем скоро граждане России, проживающие в Абхазии, получат бессрочные полисы обязательного медицинского страхования. Госдума России ратифицировала соглашение с Абхазией по медстрахованию 16 февраля. Благодаря полису ОМС жители Абхазии смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в российских медцентрах. Широкий резонанс вызвала новость о возбуждении уголовного дела в отношении Валерия Чкадуа. Известный композитор подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних. Представители общественности обратились в парламент с просьбой взять под контроль расследование этого дела и не допустить нападок на педагога, который обратился в прокуратуру. В письме, в частности, отмечается, что волна насилия и растления в отношении малолетних детей не может не вызывать возмущения и опасений в отношении морально-нравственного состояния нашего общества. А между тем продолжаются поиски гражданина Турции Кая Селима, похищенного в Ачимчире 9 февраля этого года. Генеральная прокуратура Абхазии даже обратилась к населению с просьбой оказать содействие в установлении его местонахождения. А сейчас к основной теме программы. В очередной раз мы будем говорить об экологической ситуации в Абхазии. Список вредителей, наносящих серьезный урон экосистеме республики, пополнился пальмовым долгоносиком. Иноземный жук питается сердцевиной пальм. Если не принять меры сейчас, то уже в скором времени все пальмовые деревья в Абхазии могут исчезнуть. Мы практически потеряли самшит из-за огневки, доставшейся нам после зимней Олимпиады в Сочи. Власти Абхазии подсчитывают убытки, которые причинило сельскому хозяйству республики и нашествие мраморного клопа. Особенно пострадали ореховые, мандариновые и виноградные плантации. И вот еще одна проблема – вредитель, пожирающий пальмы. Как спасти растения, украшающие побережье Абхазии от иноземного жука? Какие способы борьбы предлагают ученые Абхазии? Не поздно ли мы забили тревогу? Эти
все вопросы мы адресуем председателю Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы Савелию Читанову. Здравствуйте, Савелий Михайлович. Здравствуйте. В последние годы Абхазия сталкивается с серьезной проблемой. Вредители, которые попадают на территорию Абхазии и не встречая здесь естественных врагов, усиленно размножаются и наносят непоправимый вред флоре Абхазии. Погиб самшит практически весь из-за огневки. Нашествие мраморного клопа уничтожено. В прошлом году уничтожен практически весь урожай, особенно в восточной части Абхазии. И сейчас новая напасть – это пальмовый долгоносик, который уничтожает все виды пальм. У меня вот такой будет первый вопрос. Откуда он попал к нам, этот жук? И в каком году впервые вы его здесь на территории Абхазии зарегистрировали? На территории Абхазии впервые зарегистрирован в 2017 году. К счастью, пока размах этого вредителя небольшой, только ограничивается Гагарским районом, скажем так. Родина этого инвазивного вредителя – Юго-Восточная Азия. Китай, Япония, Камбоджа, Шри-Ланка, Индия, тропические страны, в общем-то. К нам этот карантинный вредитель попал с территории Европы, вернее, с территории Сочинского побережья. Но ввиду того, что готовилась Олимпиада Сочинская, и, соответственно, благоустраивали различные уголки. Завозили посадочные материалы. Олимпийских комплексов, и вот вместе с посадочным материалом оно попадает впервые на территорию Сочинского побережья в 2014 году, и затем в конце 2016-2017 году появляется на территории Абхазии. Какие есть методы борьбы с этим жуком? Наверняка есть административные методы борьбы, есть механические, есть химические методы борьбы. Вот что нам нужно сделать для того, чтобы он не получил распространение по всей Абхазии, как это получилось с самшитом, как это получилось с мраморным клопом? Что сейчас делают соответствующие структуры, в том числе и ваши? Ну, скажу вам так. Во-первых, это, конечно, проблема не одной Абхазии, а проблема достаточно обширная всей Европы, скажем так. И не зря международные организации, структурные подразделения ООН, ФАО так называемые, не зря проявляют повышенный интерес о проблемах в Абхазии. Буквально на днях приезжала сюда делегация из ФАО во главе Широма, там есть эксперт Широма из Шри-Ланки, затем эксперт из Индии и из Испании. Они дают нам какие-то практические рекомендации, а вот эксперт из Индии, он побывал во многих тропических странах и имеет достаточно богатый опыт по борьбе с карантинным вредителем, как пальмовый долгоносик, и он давал нам кое-какие рекомендации. Но для нас важным является не просто слепо следовать рекомендации, которые нам дают европейские специалисты, ввиду того, что мы тоже набираем какой-то практический опыт, имея возможность, столкнувшись один на один с самшитовой огневкой, с мраморным клопом, их рекомендации, конечно, мы воспринимаем. Для этого нам в первую очередь, конечно, нам надо знать биологию этого вредителя. Жук откладывает одновременно около 200-250 яиц. В году где-то 3-4 раза производится откладка этих яиц. Из яиц вылупляются личинки. Личинки наиболее опасными, в общем-то, в самом пальмовом долгоносике являются ее личинки. Путем прослушивания через фондоскоп обнаружилось, что надо немедленно начать лечение. Какое лечение? Да? А лечение выглядит таким образом. Надо проделывать капельницу соответствующим химическим препаратом через верхушку, точку роста пальмы. Обильно на одну среднюю пальму где-то до 10 литров надо влить
чтобы уничтожить. А если эта стадия пройдена и не замечена, скажем, там каким-то образом... А что за препараты, поясните? Химический препарат перитроидной группы, это не опрыскивается и для окружающей среды не представляет опасности. По подсчетам европейских специалистов, вместе с препаратом и проделывание вот этого комплекса работы будет стоить около 500 евро. Это на одну пальму, да? На одну пальму, да. А у нас есть эти препараты, где их приобретать? Вы знаете, вот эти европейские специалисты, которые были здесь, они готовы предоставить нам соответствующие препараты. Почему мы говорим предоставить? Поскольку на самом деле у них есть тоже такая программа, куда вошла и территория Абхазии по искоренению пальмовых долгоносиков. По отзывам вот этого индийского эксперта, Абхазия находится на такой стадии, когда можно полностью избавиться от пальмового долгоносика, потому что здесь не столь обширен ареал распространения и не столь катастрофичен. Ну это пока, да, это если пока. не Если принимать меры. Конечно, я рассказал, какая у нее биология, какое размножение. В году 3-4 раза по 250-300 яиц, это от одного, а их 250 просто по геометрической прогрессии, они могут освоить территорию Абхазии за короткое время. Ну вот в Гагарском районе уже какие-то работы проводятся, потому что вы вот там обнаружили уже проблему. В Гагарском районе обнаружено не так много, где-то, насколько я знаю, до 12 пальм. Несколько уже полностью уничтожена внутренняя структура. Здесь, как вы понимаете, нет никаких возможностей проводить лечебно-профилактические мероприятия, и потому, как один из действенных методов при этом, надо вырубить, разрезать на мелкие кусочки и сжечь. И сжечь. Обязательно сжечь. Почему бы в этой связи не организовать, я не знаю, группу людей, да, которая бы, ну, может быть, еженедельно выезжала в приграничный с Россией район и вот мониторила эту ситуацию, чтобы у вас было представление о экологической службе? Вы абсолютно правильно говорите. Но здесь, конечно, обязательно нужен государственный подход. У нашего ведомства, конечно, как одной из задач можно поставить перед нами эту проблему. Но в то же время есть структуры, координация действий, которых необходимо не одних только экологов. Здесь надо приобщить фитосанитарный контроль, надо приобщить при Министерстве сельского хозяйства есть отдел защиты растений, и есть у нас в республике самостоятельная структура, как карантинная служба. Вот все мы вместе, скоординировав наши действия, надо предпринимать меры. Когда я задавала вопрос об административных мерах, я имела в виду, что наступает лето, да, и очень многие любят использовать пальмовые ветви для декоративного украшения помещений. Да. Как-то вы можете ввести запрет на использование этих листьев для декоративных целей? Я хочу войти с предложением к премьер-министру, в кабинет министров в этом году о запрете такого характера применения этих листьев, ибо они являются стихийными распространителями этого пальмового долгоносика. Допустим, во время обрезки этих листьев предприниматель из Очимчир собрал и увез в Очимчир. Он благополучно может распространить пальмовый долгоносик в Очимчирском районе, понимаете? Чтобы этого не было, надо ввести какой-то запрет. Но я думаю, что население с пониманием отнесется к этому делу. Проводится ли на границе, на госгранице должный фитосанитарный контроль при ввозе посадочного материала на территорию республики? Карантинная служба там достаточно активно работает. У нас не было случая, как, допустим, на территории Сочинского региона, когда попала к ним самшитовая огневка, когда к ним попала пальмовый долгоносик. Это все-таки недосмотр карантинных служб. У нас ни одного случая не зарегистрировано, чтобы карантинные службы не досмотрели. У нас все это происходит, ну, пальмовый долгоносик, дальность полета ее составляет 5 километров.
понимаете? Да, это небольшое расстояние, но чтобы пересечь реку Достаточно, Псу, да. достаточно, понимаете? А там невозможно стоять и Это понятно, да. видеть. Там надо другие механизмы наработать. А Самшитова Огневка надо 15 километров летает, так что тоже спокойно освоил из Сочинского региона территорию Абхазии. Какая ситуация с самшитом? Вот помню, вы говорили, что из 5000 гектаров самшитовых лесов в Абхазии почти треть уничтожена. То расскажите о том, какие меры борьбы сейчас ведутся с огневкой и насколько они эффективны. Это я говорил немного раньше, а сейчас я хочу вас расстроить. Из 5000 гектаров теперь уничтожена 4-я часть, скажем так, понимаете? Не 1/3, уже 4-я часть. Где остался самшит на Самшит территории? не только на территории Абхазии, я могу сказать, в Закавказье самшит, если где-то спорадически случайно остался, а так в таком масштабе, как мы смогли сохранить самшит по ущелью реки Бзып, то по Ризинской трассе. Единственное, где нам удается пока сдерживать натиск самшитовой огневки. Мы ежегодно проводим плановые мероприятия по опрыскиванию. Дело в том, что если кто проезжал эту дорогу, не мог не видеть, что самшит по скалам на высоте 4, 5, 6, максимум 7 метров сохранен, а выше все выжженное стоит. Это место доступно для наземной техники и для обработки самшитовых насаждений. Обработку необходимо будет проводить 5-7 раз. Это мы, слава богу, пока удается нам проводить ежегодно и сдерживать натиск. А другое дело, что мы до сегодняшнего дня пользовались препаратами, которые нам предоставили иностранные международные организации. В этом году, ну вот я сейчас буду писать и премьер-министру, буду писать соответствующие структуры. Для первого этапа обработки у меня остаются лекарства, а на будущее, к сожалению, у меня нет. В этом году я заложил ее в бюджет моей организации, но, к сожалению, оно не прошло в Минфине, ее сократили. Но при этом дано обещание, что это государственная важная задача, мы изыщем средства, когда это будет необходимо. Я очень надеюсь. Наши специалисты и специалисты Ризинского реликтового национального парка держат под контролем ситуацию. Как только появляются первые личинки весной, они отзваниваются, и мы тут же, в течение 1 дня, мобильно проводим эту обработку. Если мы хотя бы, и это я говорю во всеуслышании для населения и для тех чиновников, которые будут принимать соответствующие решения по финансированию данной проблемы, я однозначно заявляю, что если, не дай бог, мы опоздаем от 3 до 7 дней, мы самшит потеряем на территории Бзыбского ущелья. Какая сумма вам нужна для того, чтобы... Так сумма-то небольшая. Мне нужно... Сколько это? Я в этом году заложил 1 миллион рублей. Надеюсь, все-таки я не пессимист. Но я будем надеяться, верю. что 1 миллион рублей государство наше найдет. Я верю того, в то, что на самом деле это спасти произойдет. самшит. Ибо на самом деле, вот мы, встречаясь с экспертами в Европе, подчеркивают, между прочим, все они подчеркивают, даже наши российские коллеги подчеркивают то, что нам, абхазам, удалось преодолеть свое законодательство, которое не разрешает применение пестицидов на территории особо охраняемых. Что произошло, допустим, с сочинскими нашими коллегами? Они обратились в Министерство природных ресурсов России о том, чтобы им разрешили принять, на что они получили категорический ответ «нет». И потому они потеряли тисо-самшитовую рощу и все самшитовые насаждения на территории Сочинского побережья. Из 2 зол надо выбрать меньшие. Но при этом надо это сделать, чтобы оповестив население. То есть, скрыв от населения, ни в коей мере это нельзя было сделать. И мы пошли по этому пути. И в итоге... Ну, население с пониманием отнеслось к население, этим конечно, с мероприятиям. пониманием отнеслось. И благодаря этому
Я скажу даже благодаря волевому решению, и нам удалось сохранить Самшит, пока удается сохранить. И если из-за того, что мы не получим финансирование, потерять, будет очень жаль. Всего лишь 1 миллион. Да, будет очень жаль. С мраморным клопом какая ситуация? Наверняка мы вовремя недооценили масштабы, да, проблемы, которую может принести мраморный клоп. Я знаю, что осенью прошлого года были завезены химикаты для борьбы с мраморным клопом, и что весной должны начаться соответствующие работы. Вот расскажите, что вам известно по этой теме? Относительно того, что мы недооценили, я немного не согласен. Почему? Потому что в мире есть достаточно много примеров, о которых я хочу сказать. Скажем, в Соединенных Штатах Америки этот клоп появился в 1998 году, то есть почти 20 лет. За эти 20 лет в наиболее развитых сельскохозяйственном отношении штатах нанес ущерба в $33 миллиарда. При этом в этих 4 штатах ежегодно отпускается по $2 миллиона на борьбу с мраморным клопом. Но, к сожалению, все тщетно. Враг настолько коварен, просто человек еще не способен вести эффективные методы борьбы. Вот в европейских странах нам европейские специалисты приезжали и проводили здесь у нас мониторинг, потом вот методы свои они внедряли здесь, вот рассказывали, что в Италии, например, ведут борьбу таким образом. Сельскохозяйственные плантации в виде виноградных, там, орехов там, и так далее, да, они покрывают ее москитной сеткой. Понимаете? Но это дорогостоящее это нужно удовольствие. иметь финансовые возможности для этого. Это дорогостоящее да, удовольствие. Но в нашем случае, да, наше правительство выделило деньги в прошлом году, в этом году в бюджете заложено. Но насколько будет эффективно, вы знаете, здесь сложно прогнозы строить, да? Здесь надеяться на то, что соответствующие структуры проведут, и это даст эффект, не стоит абсолютно. Надо каждому из нас, а вы скажете, что мы можем сделать. Вот мы тоже сделаем очень многое. Мраморный клоп, вот сейчас вот с наступлением тепла, оно будет выходить со спячки и откладывать яйца. Вот в этот период мраморный клоп наиболее уязвимый. Он малоподвижный, отягощенный, скажем так, и механически собрав и уничтожить механически на чердаках, в теплых помещениях там, и так далее. Вот. Надо, как говорится, курочка по зернышке, понимаете? И вот надо всем сообща и всем миром. Ну вот в прошлом году я знаю, что Министерство сельского хозяйства распространяло пестициды в Гальском районе, в Очимчирском районе. При этом выдавали им соответствующие агрегаты, при помощи которых можно и опрыскивать. Ну, представьте себе на миг, вот один житель у себя тщательно обрабатывает, а сосед его... Ничего не делает. Ну, если даже делает, ну, спустя рукава, скажем так, да. Но в этом случае, конечно, тот, кто обработал, к нему будет слетаться с округа, откуда не были произведены соответствующие процедуры. Сейчас он очень активен, и его очень много в восточной части Абхазии, да. В западной его меньше. То есть может быть такое, что вся территория Абхазии будет просто заселена этим мраморным клопом? Ну, в этом даже нет никакого сомнения, так как в конце прошлого сезона уже били тревоги и в Гудоводском районе. С Абгархука звонили мне, с Ачандары звонили, с Нурипша звонили, понимаете. То есть там она уже появился этот клоп, так что и с наступлением тепла, и там тоже, конечно, будет буйствовать. Савелий Михайлович, ну будем надеяться, что наша экосистема справится со всеми вредителями, которые одолели Абхазию, и что удастся нам и сохранить для будущих поколений самшит, и пальмы, и чтобы проблем не было у сельчан тоже, да, вот с нашествием мраморного клопа. И будем надеяться, что соответствующие структуры, в том числе и ваша структура, у нее будут возможности финансовые, достаточные финансовые возможности для того, чтобы вести борьбу с этими вредителями.
Спасибо. Хотел бы сказать, что Евросоюз ежегодно обновляет список карантинных вредителей, которые появляются на территории Европы. Из этого списка на территории Сочинского региона на сегодняшний день зафиксировано около 20 карантинных видов. Из этих 20 видов 7 уже встречаются на территории Абхазии. Вот. Если мы не примем государственную программу, если мы не возьмемся за эту проблему двумя руками, хотя продвижение оставшихся 13 видов из этих 20 на территории Абхазии выстроить какую-то баррикаду, естественно, это невозможно. Надо найти какие-то механизмы активного воздействия на процесс их проникновения. Это задача не только экологической службы, это задача и карантинной службы, это задача и фитосанитарного контроля, это работа и отдела защиты растений Министерства сельского хозяйства. Нам, объединив усилия, конечно, надо выработать тактику, при котором уменьшить проникновение этих карантинных видов. Спасибо за участие в нашей программе. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Уважаемые телезрители, у нас в гостях был председатель Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава. Мы продолжаем выпуск. Порадовали успехи Государственного русского театра драмы в Санкт-Петербурге. Театр выступал на закрытии 14-го международного театрального фестиваля «5 вечеров», посвященного памяти драматурга Александра Володина. Русдрам представил искушенному зрителю культурной столицы России спектакль по одноименной пьесе Володина «5 вечеров» и получил высокую профессиональную оценку. Театр из Абхазии демонстрировал свое мастерство на одной площадке с коллективами театра имени Вахтангова, театра на Таганке, московского ТЮЗа. И у нас здесь был успех, но в Санкт-Петербурге он был просто оглушительным. И зал стоял, и, кстати, единственный спектакль, на котором стоял на овация в конце, где стал зал, был наш спектакль. Это сказали нам те критики, которые там были, что вот такого приема не было ни у кого, ни у одного другого спектакля. Хотя, конечно, были очень хорошие спектакли на этом фестивале. 18 февраля – особый день у православных христиан, завершение Масленичной недели и последнее воскресенье перед началом Великого Поста, которое называют прощенным. По давней традиции в этот день люди просят друг у друга прощения и стараются забыть все взаимные обиды, ссоры и огорчения. В храмах Абхазии будут проходить службы. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.